себе, да, что глаза уже не те, тем более светит тут все. Да? Да, вы готовы? Все, да? Мы готовы. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас очередное собрание Республиканского методического объединения учителей биологии. И сегодня у нас основная тема посвящена будет интерактивным технологиям и применению их на уроках биологии. Но хотелось бы также к нашему основному выступлению добавить выступление Лилии Николаевны Ермоленко, учителя биологии гимназии имени Пушкина. Лилия Николаевна у нас прошла конкурсный отбор, да, в Сириус и спешит поделиться с нами актуальной для нас темой. Это подготовка детей к олимпиадам. К олимпиаде, особенно важной для нас, олимпиаде по биологии. Пожалуйста, Лилия Николаевна. Большое спасибо, Варвара Петровна. Здравствуйте еще раз. Зовут меня Ермоленко Лилия Николаевна. Еще раз представлюсь. Являюсь учителем биологии гимназии имени Пушкина. И сегодня я хочу затронуть тему как раз использования электронных платформ учащимися и учителями при подготовке к различным олимпиадам, в том числе и к Всероссийской олимпиаде. Начну с того, что я побывала в образовательном центре «Сириус», прошла по конкурсу, Варвара Петровна там тоже была, знает, как это все делается. Вот. Поэтому как бы вся работа сегодняшняя вытекает из него. Я была на курсах, которые назывались «Научно-методические основы подготовки обучающихся к участию в высокорейтинговых олимпиадах по биологии». Приходила всего лишь неделю, проходили неделю курсы, но были достаточно насыщенные и очень много, скажем так, чего полезного вынесла из этих курсов. Ну, начну немножечко, буквально кратенько пробегусь, что мы делали. Чем ценны эти курсы? Может быть, кто-то тоже захочет и поедет. Очень много практики, очень много. Как раз именно решение практических задач. Потому что теорию мы понимаем, как работать, и мы находим ее. А вот практические задачи всегда у нас стопор, да, где найти, как решать, откуда они берутся. Вот как раз преподаватели, все преподаватели, кстати, были из МГУ, они преподавали нам такие вот мини-курсы по практической части. Например, вот практикум по зоологии, преподаватель замечательная Молоканова Юлия Павловна. Мы как раз рассматриваем здесь черепа, формулу зубную вычисляем, которая у нас всегда присутствует на нашем этапе региональном, российском, практической части. Также рассматривали птиц и некоторых млекопитающих. Практикум по ботанике, преподаватель Ефимова Татьяна Михайловна была. Ну, здесь вот одна из работ, которая тоже, кстати, на региональных и российских практических олимпиадах используется по биологии. Это разделение пигментов какого-то листа. Мы в данном случае брали петрушку и хроматографическим методом все это разделяли. То есть это все должны проводить дети самостоятельно. Ну, в принципе, хроматография у нас теоретическая основа, да, вот этого метода, ведь и в ЕГЭ спрашивают. Да. А тут практически нужно уже разделить и посмотреть, что за фракции разделились. Практикум по гистологии великолепный, замечательный. Преподаватель Сапрыкин Владимир Павлович. Здесь мы рассматривали как и приготовленные самостоятельно препараты, их, правда, было немного, так в основном готовые препараты. Ну, тут, наверное, больше упор делался на приготовление, как сказать, на умение детей делать срезы. На умение, да, потому что действительно сложно. Мы не с первого раза срезы эти делаем, а представляете, ребенок, который практически, ну, скажем так, не сталкивался с этим никогда, это очень-очень сложно. Ну и, соответственно, не только нужно уметь сделать срез, но и нужно красиво зарисовать и оформить все. Да. Это тоже добавляет баллы. Ну и еще одного преподавателя представлю, биосистематика была у нас, и преподаватель был Беляева Галина Алексеевна. Беляева Галина Алексеевна является кандидатом биологических наук, доцент кафедры микологии и альгологии МГУ, а она также еще курирует все олимпиады выше регионального уровня, то есть это российская, международная, она сама возит международников на различные олимпиады и также является составителем олимпиад. Да, с ней очень очень интересный преподаватель, да. Много понимаешь, что, собственно говоря, нужно для подготовки. Да, все очень хорошие лекции, конструктивные лекции. Кстати, можно найти лекции на сайте Сириус официальном, там, где раздел, по-моему, видеотека у них, там лекция у нее есть. Очень интересная лекция по систематике. Скажем так, абсолютно не то, что мы сейчас изучаем в школе. Вы, наверное, тоже были, да? Да, у нас тоже это было. Да. И
честно говоря, было очень тяжело потом переключиться Да, на школьную да, программу. да. Потому Но нам что- сказала она так, что детям ничего не говорить, вы учите, как вы учите, мы переучим, если надо. Нам так сказала. Ну да, то есть нам Мгм. тоже было сказано, что мы пока идем по учебникам, Да, общешкольная программа, если уже ребенок проходит региональный этап, Да, с там ним он занимается. уже занимаются, а тем Мгм. более на международную олимпиаду, то, Да. конечно, там уже отдельные науки. Да, да. Мгм. Так. Что-то ещё какая-то. Мгм. И получается, как бы из этого курса повышения квалификации вытекает моя сегодняшняя работа. Самообразование, то, что я занимаюсь как раз программой, составлением программы по подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам по биологии, ну и, соответственно, начала работать на различных платформах, о чем сегодня буду говорить. Да? Помимо того, что мы еще много чем занимались, это и разбор теоретических, практических задач, обмен опыта, конечно же, и систематизация знаний по ряду разделов биологии. Вы, наверное, тоже, когда обучались там, я, например, за 22 года более, скажем так, конструктивных курсов не видела. Именно то, что надо. Узкая специализация, да, не Конкретно. надтема, не подтема, не межпредмет, а именно конкретно, да, Да. то, что нужно, узкая специализация. Вообще, я, так скажем, простите, перебиваю, Мгм. советую, учителя, пробуйте, очень полезно для самообразования съездить в Сириус на эти курсы. Очень. За Да. неделю, говорю, такой объем информации, просто как будто бы ты заново, 25 лет назад, то, что ты изучала в своем Да. высшем учебном заведении, да, краткий курс бойца прошла, да. получается. Так, ну начнем тогда с Всероссийской олимпиады школьников по биологии, с нашей самой любимой олимпиады. И как мы с ней работаем. Да, цели, еще раз напомню, Всероссийской олимпиады – это выявление развития обучающих творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганда, конечно же, научных знаний и отбор лиц, проявивших выдающиеся способности в сборные команды. Это российские команды и уже международные. Этапы у нас, как обычно, проводятся. Школьный, который у нас не так давно прошел, муниципальный, который у нас будет в конце месяца. Далее идет региональный и заключительный, это российский и международный. Начну с платформы, которая мне очень нравится, наверное, самая любимая платформа. Она также является официальным сайтом для подготовки к Всероссийской олимпиаде. Это Всеросолимп на сайт РУДН. И, соответственно, я на этой площадке работаю, детей туда отправляю. Мне очень нравится, что ты находишь свой раздел. Вот, например, я сразу же нашла картинку биология, и здесь задачи идут за все годы, методические рекомендации. Простите, у нас выключился экран. Методические рекомендации, какие-то требования, разбор задач и так далее. Все это материал предоставляется в свободном доступе любому учащемуся. Но единственное, конечно же, этим нужно заниматься, болеть, потому что изучение и разработка этих заданий, она требует большого количества времени. Вообще работа на этих платформах требует времени, временных затрат. Вот хороший еще сайт, тоже мы к нему обращаемся. Думаю, что многие знают учителя, олимпиада.ру. Здесь можно, помимо того, что позаниматься, какие-то посмотреть олимпиады, здесь еще очень хорошо представлена новостная лента. То есть вот, например, новости, которые не только, например, по нашей олимпиаде всероссийской, но и по другим высокорейтинговым олимпиадам присутствует. Также информацию по Сириусу можно найти, какая сейчас идет образовательная программа. То есть тоже очень хороший, доступный сайт. И дальше, если перелистывать нам, смотреть чуть ниже, то мы видим как раз олимпиадные задания, да, тренажеры на каждый день. Тренируйся, тебе будут высвечены неправильные задания, какие-то рекомендации даны. Очень хороший сайт. Также есть еще в доступе книги, которые, ну, уже, так скажем, для уровня детей, которые готовятся к всероссийским и международным олимпиадам. Это серия известная «5 колец». По всем предметам она, в том числе по биологии. Международные олимпиады предыдущих лет собраны. Ну и Campbell Biology, но замечательная книга. Рекомендуют все биологи, но она в оригинале только. Да. Но считается, как считают профессора МГУ, они говорят, дети, которые едут уже на международную олимпиаду, они должны владеть языком, поэтому они должны читать. Перечневые олимпиады, которые помимо нашей Всероссийской олимпиады любимой существуют, здесь их достаточно много. Перечень немножечко корректируется. Например, если мы посмотрим предыдущий год, то у нас не было Всероссийской Сеченской олимпиады. Она в этом году внесена в перечневую олимпиаду, то есть в ней тоже можно поучаствовать.
Ну и я выделила для себя 11, скажем так, полезных сайтов, платформ, на которых можно самообразовываться именно ученикам, использовать для подготовки к олимпиадам. Их много, они разные. Например, вот некоторые не подходят всем, но бывает, что-то можно взять полезно. Например, вторая подготовка к школьников к олимпиадам, тренинги, они проводятся именно очно для московских школьников. Но есть записи прошлых лет, которые наши школьники могут посмотреть. То есть очно недоступно, а заочно можем посмотреть. Сайт московских олимпиад. Очень много информации как раз поступает в наши олимпиады из этого сайта, мы знаем все. Да? Если вообще смотреть и прорабатывать все эти сайты, то процентов 50-60 эти задания просто гуляют. Либо сами задания, либо типы задания. Так что на любой платформе занимайся, по сути дела, это будет уже достаточно большой процент успеха. Мгм. 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 Ну, в принципе, можно сказать, что это будет полезным на этих сайтах поработать не только для подготовки к Олимпиаде, да, Да, но вообще и для ЕГЭ, ОГЭ. да, да. Например, я как делаю? Для того, чтобы посмотреть изнутри вот эту платформу, я регистрирую своего ребенка, и мы вместе смотрим, что там за задания. Задания, скажу я вам, достаточно сложные. Если сравнивать те задания олимпиадные, которые мы прошли по конкурсу в Сириус, они даже рядом не стояли. То есть там достаточно сложные задания с многочисленным выбором, такие с преамбулой, что есть что-то перед заданием такое интересное, а потом само задание. Такие задания необычные. Да. Ну вот, по крайней мере, когда мы были на учебе в Сириусе, такой акцент преподаватели сделали на том, что в Олимпиады сейчас, ну и всероссийскую тоже, все больше включается различных рисунков. То есть Да. дети не умеют работать с рисунками, но это видно по ОГЭ и ЕГЭ. Ну и вот эту проблемную зону перенесли в Всероссийскую Олимпиаду, и вот надо детей тоже, как сказать, научить Да, работать научить. с картинками, с рисунками. С картинками, либо Да. с какой-то предысторией, да, либо Да. какая-то схемочка дана, и вот с ней нужно поработать. Как бы считается, что... Продолжаем. Я хочу, конечно, из этого списка, невозможно работать на всех платформах, поэтому я для себя 2-3 выбрала, в которых я сейчас работаю активно. Вот, например, одна из платформ, мне очень нравится «Школа Летова», буквально узнала я в этом году о ней и попыталась поработать. Здесь есть также тренажеры, вот тоже с ребенком зарегистрировалась, прошла, тоже непростые олимпиады, достаточно сложные. Плюс еще вот здесь реклама идет, январские школы Летова по предметные. Если ты пройдешь отбор, также примерно как в Сириус дети проходят, то есть подвешивают свое портфолио, проходят какие-то задания, и бесплатная школа по подготовке. В Москве можно как раз поучаствовать по подготовке к различным высокорейтинговым олимпиадам. Мне очень понравилась эта платформа. Какие сроки? Так, по-моему, вот я не могу подсказать. Так, заявку можно подать вот там до 15 ноября 2019 года включительно. Ну, а вот сроки обучения там примерно Январские. Они пока не вывешивают. Я так понимаю, что когда уже будут известны результаты, они уже скажут. Но мне эта платформа очень понравилась. Доступно, ярко, красочно. Тут же можешь посмотреть, где у тебя западают какие знания по Олимпиаде. То есть они сразу же выделяют, где правильные, где неправильные ответы. Ну и, соответственно, многократным прохождением этих тренировок, да, можно какие-то знания добыть. Очень мне понравился еще сайт Олимпиады школьников Ломоносов, тоже очень такой цельный. Можно зарегистрироваться детям и проходить тренировочный тест. Ну, если посмотреть у нас, что мы готовим детей, естественно, нам нужно самим быть подкованными. Поэтому я таких вот несколько дала ссылок на сайты для самообразования. И всегда встает вопрос при аттестации, да и просто иногда необходимо пройти какие-то курсы. Особенно предметные, узкопредметные, это всегда проблема. Вот я как раз нашла несколько сайтов, где можно на них поработать. Очень рекомендую, мне понравился «Открытое образование» сайт, наверное, тоже некоторые о нем знают, но, может, не все еще пока. Здесь постоянно курсы проводятся, вот здесь вот по последним данным 431 курс, они как раз узконаправленные, чего нам не хватает. Я, например, нашла в тему себе курс, мы с ребенком делаем, с девятиклассницей, проект по паразитологии. Я открываю, и здесь идут
курсы Тюменского государственного университета по резидентологии. И они очень мне понравились, структурированы, идут небольшие видео, они 3-4 минуты, потом вопросы, на которые ты отвечаешь, и, соответственно, много времени занимают. И очень хорошо выстроены эти курсы, что мне понравилось. Это бесплатно. Да, это самое важное. Мгм. Да. Степик тоже у нас платформа. Здесь тоже можно поработать. Я, правда, еще не прошла курсы. Здесь они немножко посложнее выглядят и немножко подлиннее эти видеопрезентации идут. И считается, что вот я последнюю зашла, молекулярная биология, генетика, считается, что примерно порядка 6-8 часов в неделю должны затрачивать. То есть здесь больше нужно времени затрачивать, ну, посерьезнее курсы. Но тоже это бесплатная абсолютно платформа. Ну вот, в принципе, все, о чем я хотела сегодня рассказать. Да? Спасибо за внимание. Ссылки даны. Может быть, кто-то будет разрабатывать, потому что, честно, вот на одной платформе зависнешь, и это очень много трудоемкая, скажем так, работа, и очень времени занимает много. Может быть, кто-то на других. Я еще пока не все опробовала. Ну, вы знаете, мне кажется, век живи, век учись. Ну, да. Но я думаю, что полезно будет всем учителям биологии. Ну, тут и вы посоветовали сайты, можно и географию найти, я так понимаю, химию. А там и вообще другие практически предметы, все да. предметы можно найти. То есть хороши эти сайты всем, что они универсальны по всем предметам абсолютно. Спасибо вам огромное, Лилия Николаевна. Ждем вас еще в гости. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем наше собрание. Основная тема нашего моего сегодняшнего – интерактивные технологии и их элементы различные на уроках биологии. И хочу представить вам Татьяну Александровну Цибульскую, учителя биологии школы номер 15, которая познакомит нас со своими разработками, как же она мотивирует детей на уроках биологии, как интересует их и как это, собственно говоря, позволяет детям получать хорошие отметки. А даже лучше, наверное, сказать хорошие знания, да? Наверное, Пожалуйста. да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень буквально немножко остановлюсь вот именно на интерактивных технологиях. Просто когда мы говорим интерактивные технологии, для нас как будто это что-то такое сверхъестественное, а на самом деле мы это все на уроках с вами применяем, да. И не секрет, что многие учащиеся у нас в данное время не мотивированы на получение знаний, поэтому наша основная цель с вами вместе – это сделать урок не только каким-то познавательным, но и каким-то интересным, разнообразным для того, чтобы привлечь нашего учащегося. Когда мы говорим про интерактивный метод, мы говорим о том, что интерактивный метод – это прежде всего взаимодействие, это беседа, диалог с кем-либо. И в принципе мы с вами это на уроках очень четко все воспринимаем и делаем. Когда мы говорим про к чему это может привести, какие УУД мы можем найти, да, какие общеучебные умения, навыки, к чему можем прийти. Вот я для себя выбрала 3 вот такие группки, в которых очень четко это все прослеживается. Это организационная, где ребята учатся планировать свою деятельность, это организация ведения записей в собственной тетради, то есть навык самооценки, когда в конце урока они начинают себя оценивать, либо оценивать друг друга. Это коммуникативные, соответственно, умения, это монологическая речь, либо устная, либо письменная, это способность вести диалог, способность работать в команде. Ну и информационные, такие как навык смыслового чтения, может не только читать буквы, соединять в слова, но именно увидеть, что там есть, выбрать самое нужное, самое важное. Вот. Это навык сворачивания и разворачивания информации, как, например, составление и чтение таблиц, графиков, схем и опорных конспектов. Когда мы говорим про интерактивный урок, вот я буквально взяла несколько этапов урока и хочу прямо по вот этим этапам урока пройти и примеры дать, вот что я на своем уроке применяю. Вот начало урока мы должны замотивировать детей к учебной деятельности. Можно это сделать таким образом, как верное и неверное утверждение, необъявленная тема, нестандартный вход в урок, отсроченная отгадка, ассоциации, легенды, сказки. Можно взять фрагмент мультфильма или видео, в котором очень четко не закончить то, что там есть, и чтобы ребята сами к этому пришли. Вот пример.
урок грибы, да, царство грибы, и, например, вот такая нестандартная задача. 100 грамм этого продукта относительно высокое содержание белка. Этим продуктом в 1998 году отравилось 467 человек. Из них 34 человека умерло от отравления. Причем этого бы не произошло, если бы люди были более внимательны при сборе этого продукта. В последующие годы статистика еще более страшная. Так что же это за продукт? Ну и, соответственно, ребята начинают гадать, что это такое, приводить различные там свои высказывания, что это может быть. Вот. Либо как вариант, вот я зачитываю вот это, могу принести черную коробку на урок. А что в черной коробке, если они отгадали, можно вытащить, вот вам тема урока готовая, да. Если взять этап актуализации знаний, это может быть корзина идей, корзина понятий, имен, это может быть найти лишнее слово из списка, дать объяснение выбору своему, починить цепочку определенную. И вот один из примеров, найти лишнее слово. Заяц, лев, подосиновик, папоротник, да. Ну, соответственно, лев, ребята объясняют, почему именно лев, да. Либо построить логическую цепочку из понятий. Эритроцит, кровеносная система, гемоглобин, кровь, организм. Начинаем с меньшего, идем к общему, к цельному какому-то, да. Вот такого понятия. Этап решения учебных задач. Это может быть групповая дискуссия, но, конечно, к дискуссиям дети идут очень тяжело, очень долго. Зачастую все-таки это больше я все-таки пришла к работе в парах. Это более такая эффективная, что ли, технология, когда ребята в парах работают, да. Это могут быть различные ситуационные задачи. Это может быть создай паспорт на любого изучаемого живого объекта в теме. Это могут быть грибы, лишайники, это могут быть бактерии. И ребята создают паспорт у этого объекта. Очень интересно, кстати, проходит в 5 классе. Ну и вот как пример ситуационной задачи. В финской сказке одна царевна сказала, чтобы такое вышло из меня, к чему прислушиваются все люди. Вторая захотела, чтобы такое вышло из меня, зачем гоняются все люди. Когда подошла очередь третьей, она промолвила, чтобы такое вышло из меня, на что бы удивились все люди. И стала первая кукушкой, вторая белкой, а третья превратилась в лягушку. И, соответственно, в конце урока нам предстоит ответить на вопрос, чем же так удивительно лягушка. Ну, вот такие вот ситуационные разные задачи. Когда мы берем этап контроля знаний, либо обратной связи, да, здесь может быть и разноуровневые задания, и логические цепочки, и различные мини-проекты, которые, кстати, мы боимся слова проекта и думаем, что за урок ребенок все-таки не сможет его сделать. Но практика показывает, что они очень, особенно 5-6 класс, они очень на это отзываются положительно, потому что у них еще вот эта эйфория не прошла, они прямо хотят, они горят. Это может быть и козак, это может быть цепочка признаков, это интеллект-карты наши знаменитые, опорные конспекты, по которым мы работаем, ну и мини-рассказы, которые ребята создают в конце урока уже там, да, на этом этапе, когда они имеют какую-то уже общую теорию. Ну, вот как пример опорный конспект, который ребята делают по корневому питанию растений в 6 классе, в котором очень наглядно они вставляют то, что уже знали по строению корня, и вставляют, соответственно, именно каким образом происходит корневое питание. Да? Вот. Это все опорные конспекты при помощи каких-либо сокращенных буквок, при помощи каких-то цветов показано, при помощи обязательно схемы, где стрелочки, что от чего, куда идет. То есть очень может быть разная вот такого рода работа. Это могут быть вот такие определенные мини-проекты. На фотографиях, конечно, кажется, это очень большое. На самом деле вот эта книжечка, которую как мини-проект ребята делают в течение урока. Это все складывается из листочка формата А4, а затем прописывается в нем вот таким образом. Вот. Сложили и получили книжку, в которой потом они прорабатывают все основные, скажем так, подтемки, которые в этой теме. Вот. Ну, на внимание не обращайте, конечно, на ошибки. Ну, есть ребята все-таки, да, вот такие вот определенные мини-проекты можно создавать. Либо в группах, либо индивидуально. Вот такой проект индивидуально делали. Либо вот такой вот мини-рассказ. Вот буквально сейчас мы в 7 классе недавно закончили гидру. И, соответственно, ребята из того, что имели в теории, они, соответственно, вот такой вот мини-рассказ создали.
на дне небольшого пруда жила незаметная маленькая гидра, как нюанс, да. Несмотря на внешнюю безобидность, непривлекательность, была настоящей хищницей, целыми днями выжидала свою добычу животное, да. Кого именно конкретно, имелись щупальца вокруг рта, тоже как нюанс, да. Когда ей захотелось сменить обстановку и подвигаться, она вела себя при этом как настоящая гимнастка, когда мы вот показываем детям, каким образом она переступает, ходит, да. И вот эти все нюансы как раз вот показаны, соответственно, вот в этом мини-рассказе. Вот. Когда мы подводим с вами итог, можно предложить там такую тему, как неожиданное продолжение, снежный ком, когда мы с вами, например, в команде знакомимся друг с другом, например, меня зовут Татьяна, продолжаем творческое, какая, а тут по этому живому объекту, который мы изучаем, как снежный ком по нарастающей, все признаки этого живого организма, либо может быть какое-то определенное творческое задание. Вот как пример, неожиданное предложение. Вы набираете кучу разных букв, может это несколько быть предложений, вот на примере одного, да, тема нуклеиновые кислоты. Выберите в этом предложении все, что вы найдете, что касается нуклеиновых кислот. Вот я выделила красным: ядро, рибосома, транскриптность, репликация и комплементарность. А там можно, если это несколько, допустим, предложений, то можно несколько признаков ввести или каких-то определений терминов. Ну и рефлексия. Ну, наверное, эта рефлексия у нас, она не останавливается, можно и не останавливаться, потому что она действительно хорошо проходит по типу Цинквейна, до или после, что мы к чему пришли, да, вопрос к тексту, 6 шляп, очень интересно, либо вот красный, желтый, зеленый, да, когда ребята, выходя с урока, уже говорят о том, что у них, где какие-то, может быть, затруднения остались, либо где-то все понятно, мне очень хорошо. Я вот хочу еще остановиться на домашних заданиях. Когда мы говорим про традиционно, мы говорим о том, что прочитать параграф, там, выписать определение, может быть, что-то закончить, что не успели на уроке, а можно давать какие-то определенные творческие задания, например, более мотивированным детям, либо тем, которые менее мотивированы, но как-то пытаются свою там оценку приподнять. Почему бы и нет, да? Состав 5 предложений с одним и тем же термином или понятием так, чтобы остальные слова в этих предложениях не повторялись, как пример. Либо, смотрите, очень интересные вот такие вот варианты. Естественно, ребятам даешь это в распечатанном виде, да, вот неожиданная встреча по теме бактерий. Встречается Стафилококк ангинович, вибрион холерович. Привет, дружище, привет, ты чего, жгутик свой повесил? Да, совсем житья не стало, никто не хочет пить некипяченую воду из водоемов, кушать немытые фрукты и овощи. Хоть бы кто-то грязные руки облизнул или ногти погрыз. Ведь нет, все пилочкой да пилочкой. И заплакал. Не грусти, придет лето, твое время. Я вот летом страдаю. По мне бы всю зиму на весь год. И, соответственно, можно предложить зарисовать в тетради вот эту встречу, и рассказать, что будет, если все-таки удастся кому-нибудь из них проникнуть в организм, и почему один любит зиму, второй лето. Ну, вот таким образом можно предложить. Либо еще один вариант. Посадил дед репку. В биологическую экспертную службу обратился дед. Посадил ей репку, а она не выросла. Когда я позвал бабку, она выдвинула свою гипотезу, внучка свою, жучка свою, кошка свою, а мышка свою. А, уважаемые эксперты, сколько разных гипотез можете привести вы? 6 класс, условия прорастания семян. Вот. И пусть они приводят свои вот эти вот версии, гипотезы. Ну и второй год уже мы работаем по интерактивным тетрадям как таковым. Сразу же скажу, есть классы, в которых это не проходит, а есть классы, в которых это очень хорошо проходит, и дети очень заинтересованы в этом. А когда мы говорим про интерактивные тетради, мы говорим о том, что там есть очень много различных интерактивных элементов. Это могут быть кармашки с какими-то карточками, да, это могут быть, соответственно, окошки, книжки, гармошки, какие-то элементы, которые выдвигаются, либо под элементами что-то написано, вот как на фотографиях представлено, да. Соответственно, когда мы говорим про интерактивные тетради, то мы говорим о том, что это, грубо говоря, работа с текстом, структурирование
и перевести его на очень небольшое пространство при помощи различных, опять же, можно соединить как опорные конспекты, что-то в этом роде, да, вот. А когда мы говорим вот про эти интерактивные тетради, у меня в этом году класс, где есть, ну, двоечники, вот, и пусть у них не получается, пусть где-то они не умеют красиво оформить, но они это делают, пытаются, и, грубо говоря, ему можно вот эту интерактивную тетрадь представить как готовый проект в конце учебного года. Материал всего 6 класса, очень интересно это вот работает. Они уже, если в самом начале они, значит, мы брали вот эти стикеры, которые можно наклеить очень легко и просто, да, теперь они уже готовые приходят, вырезают какие-нибудь там ромашечки или еще что-нибудь, да, или друг под друга, или какие-нибудь листочки, если лист, например, изучаем и так далее. То есть они уже сами загодя это делают, приносят это все и вот таким образом работают на уроке. Вот что необходимо, чтобы вести такую тетрадь? Ну, клей-карандаш, обыкновенные цветные ручки, можно фломастеры вот разрешаю. Это различная бумага, стикеры, да. Ну и, соответственно, можно скрепку, почему нет? Вот. И к какому результату за прошлый год вот мы пришли? Во-первых, повышение интереса к предмету – это однозначно. И есть дети, которые очень хорошо мотивированы, которых можно потом готовить к Олимпиаде. Они прямо выявляются очень быстро. Это все-таки эффект повторения. Когда мы приходим в 7, в 6, 7, 8, 9 и так далее, у нас, соответственно, у ребят западают знания предыдущих классов. А тут у тебя есть тетрадь, ты ее открыл, пролистал, посмотрел. Я даже детям говорю, 5 класс, 6 класс – это ваша подготовка к ОГЭ. Вот и все. Когда все, что у вас есть, это все ваше, и это вы всегда можете в любой момент открыть и поговорить. Ну, это, естественно, четкая структура и систематизация, и визуально все знания у тебя в этой тетрадке, они готовы. Вот. У меня, в принципе, все. Спасибо большое, конечно. Можно, вот мне стало интересно, в каких классах вы начинаете интерактивные тетради вести? В 5. В 5. А до каких классов уже дошли? Вот смотрите, мы дошли до 8, и вот в 8 классе там, конечно, можно с психологией связать подростка, да, ему уже немножко не так все надо. Вот в 8 классе уже, если взять целиком класс, вот, наверное, 40% уже начинает отсеиваться, им уже не интересно. 5, 6 класс – это вот самое то, когда они говорят, когда они хотят. И когда вот я говорю, я потом могу выбрать вот этот у меня плюсик, 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 и замечательно, у него все идет, я могу с ним работать. Вот. То есть как бы в старших пока 10-х, 11-х вот, вы пока не опробировали это? Опробировала, но, опять же, не каждый это будет делать. Вот я говорю, у меня был класс 10-11, где у меня были те дети, которые ушли, но они были именно мотивированы этим. И у них были вот такие огромные тетради, а теперь у меня ребенок учится, соответственно, в Ярославском медицинском. Он говорит, спасибо огромное за то, что вы научили меня это делать, систематизировать все. Огромное вам спасибо. Но на тему применения интерактивных технологий, вернее, так скажем, элементов, да, на уроках биологии продолжит у нас Ольга Васильевна Азарова, также учитель биологии школы номер 15, и познакомит нас с очень интересной работой. Это, можно я, да, уже завесу тайны открою, это лэпбук. Так, пожалуйста, Ольга Васильевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз представлюсь. Зовут меня Азарова Ольга Васильевна. Я являюсь учителем химии и биологии школы номер 15 города Сыктывкар. Когда дети приходят ко мне на урок, так сложилось, что чаще всего я начинаю преподавать уже примерно с 8 класса и химию, и как-то так получилось и биологию тоже. И часто получается, дети приходят к нам на уроки, и мы сталкиваемся с такой проблемой. Дети видят информацию примерно вот таким вот образом. Это сплошной текст,
без выделенных слов, даже если в тексте учебника, например, выделены жирные слова есть, выделено что-то курсивом, они этого ничего не видят, они не могут часто выделить главные мысли текста, не могут разделить, они не видят никаких абзацев. Кроме того, часто, самая частая фраза, которую я слышу на уроке: «Окей, Google». Да, во многих школах запрещают телефоны, мы, конечно, особо не разрешаем, но мы телефон используем часто на уроках как источник знания. Дети порой этим злоупотребляют. И им проще взять готовый материал из интернета, чем сделать что-то самим. В связи с этим в своей педагогической деятельности я ставила такие задачи: научить детей структурировать материал, имеющийся, работать с информацией, а также самостоятельно выполнять задания. Каким образом этого можно добиться? Варианты систематизации материала. Это работа по опорным конспектам. На этом не буду останавливаться, подробно рассказала Татьяна Александровна. Не во всех классах идет тоже. В некоторых классах идет очень тяжело. Составление таблиц, старый дедовский способ, можно сказать, да, всем известен, но с чем мы здесь сталкиваемся? Если на уроке, то да, дети делают самостоятельно. Задайте вы таблицу органоиды клетки домой, на следующий день вам принесут из 28 человек 25 абсолютно одинаковых таблиц. Не знаю, как у вас, у нас именно так и бывает. И только 3 человека сделают эти таблицы самостоятельно. Очень нравится мне способ систематизации материала как построение кластеров. С чего мы начали? Однажды детям после изучения темы я сказала: к следующему уроку изобразите на листке А4 всю информацию по пройденной теме. Дети пришли и не понимают, а как это сделать. При этом были выдвинуты следующие условия. Чтобы было, можно писать хоть сплошным текстом, если вам это удобно, но чтобы я это нормально прочитала, чтобы я это увидела. И тут я им показала такой вариант, как построение кластеров. Кластеры мы строим, я учитель не только биологии, но и химии, и на химии, и на биологии. Строим мы их по какой-то одной теме, во время работы в группе, по обобщению какой-то теме. Работа идет на ура. Но, опять же, все развивается, и сейчас очень много кластеров дети уже видят в готовом виде в интернете. Опять же, отсутствие самостоятельной работы. При этом этими кластерами я позволяю детям, в принципе, пользоваться даже на самостоятельной работе. Некоторым детям, не всем. Они складывают эти кластеры в папочку, и я прошу их не выбрасывать, и дальше они используют эти кластеры при подготовке уже к ОГЭ и к ЕГЭ. Но не всем детям удается построить кластер. Некоторые только к концу года понимают, что это такое. Мои дети, кстати, обычно называют это не кластер, а им больше нравится понятие схема солнышком. Вот у нас это называется схема солнышком. И однажды в интернете я увидела вот такие интересные папочки. Таких раньше я не видела, прочитала, что это лэпбук. Начала интересоваться, что это такое. В дословном переводе лэпбук – это наколенная книжка. Лэп – колени, бук – книжка. Это самодельная интерактивная папка с различными кармашками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать и складывать по своему усмотрению. Это тематическая папка, в ней собирается материал по какой-то определенной теме. И это может быть заключительный этап, именно самостоятельная работа, которую ребенок проделал в ходе изучения конкретной темы. Зачем нужен лэпбук? Во-первых, это закрепление и систематизация материала. Ребенок, когда сделает лэпбук, он трижды повторит этот материал. Первый раз это на уроке, второй раз дома, когда будет этот материал изучать, чтобы сделать этот лэпбук, и третий раз, когда этот лэпбук он будет защищать в классе. То есть эту тему он точно уже выучит. Далее, конечно же, это систематизация материала. И самое интересное, когда ребенок сделает 4-5 лэпбуков, после этого он уже делает отлично и кластеры, и потом ему уже легче работать именно с опорными конспектами. Далее, это самостоятельная работа ребенка.
Дети часто делают в группах, ну, 2-3 человека, редко 4 человека, а делают это они сами. Однажды мальчик один пришел и говорит: вот я по этой теме нашел замечательную презентацию, можно я просто распечатаю и приклею, сам приклею все? Я говорю: пожалуйста, приклей. Пришел он на следующий день и говорит: а на ватман это не влезает, все эти листы презентации. И вот мозг заработал, и ребенок думает: а как же там разложить всю эту информацию? Но он это сделал сам. Да, готовая была информация, но пока он думал, как эту информацию разложить, он уже и познакомился с этой темой еще раз и ее выучил. Ребенок, еще раз акцентирую внимание, делает это все, раскладывает информацию сам. Когда мы даем ему задание построить таблицу органоиды клетки, мы говорим: первый столбик название органоиды, второе строение, третья функция. А тут ребенок сам думает, какую информацию, где он как разместит в этом лэпбуке. Лэпбук хорошо подходит, я сказала, для занятий в группах. Опять же, происходит развитие коммуникативных навыков, общения, дети ходят в гости друг к другу, либо остаются в школе после уроков. Ну и в конце концов это интересно. Я ни разу не слышала от детей: о, опять этот лэпбук задали. Все делают это с интересом. И вот фотографии некоторых лэпбуков по биологии. Если в 6 классе я редко преподаю, если это 6 класс, то все массово делают по теме лист. В 8 классе самая любимая тема – это сердце и кровеносная система. Вот смотрите, вроде бы одна и та же тема сердца, а как много разных лэпбуков сделано. Хотя тема одна. Опять же, дети самостоятельно выбирают, как они разложат эту информацию на одном слайде. Если это закрытые дети, то они обычно делают это в виде закрытых кармашков. Сразу можно увидеть особенности ребенка психологические. Делаем мы и по химии, но по химии, кстати, больше идут кластеры. Все-таки лэпбуки – это больше тема биологии как раз. Когда они сделали лэпбук, они выступают перед классом. Выступление перед классом не длительное, то есть возникают часто вопросы: а как все дети успевают выступить на уроке? Но это не бывает такого, что массово все 25 человек принесли в один день. Они приносят группы по 3-4 человека, и на выступление хватает буквально 3-4 минуты. При этом мы оцениваем полноту раскрытия темы, обязательно это отсутствие биологических или химических ошибок, сама защита доклада, как ребенок презентует свой проект, и индивидуальность и эстетичность. При этом я не требую выполнять именно на ватмане. Дети могут вполне делать все это на куске обоев. И замечательные лэпбуки при этом получаются. У меня, в принципе, все. Спасибо за внимание. Да. Спасибо вам большое, Ольга Васильевна. Итак, уважаемые коллеги, я искренне надеюсь, что тема данного методического объединения была вам интересна. Следующее методическое объединение у нас будет посвящено проработке второй части вопросов ЕГЭ. И очень я надеюсь, что это состоится в середине ноября, наше методическое объединение. Если все хорошо, как говорится, у нас получится, если нет, то, возможно, это методическое объединение, посвященное именно решению заданий второй части ЕГЭ и некоторых нюансов решения этих заданий, будет возможно в январе. Но я искренне надеюсь, что получится в ноябре. Ждем вас. Спасибо за внимание. Все? Спасибо. Я уже не могу здесь сидеть. У меня 10 потов сошло. Спасибо большое.